sensiz. Benim ismim Azalya. Мир сознаёт круговых шаг. Я очень рада вас видеть. На сегодняшнем занятии, номер 3. Проект «Татарский полиглот» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором проекта является Татарская молодежная организация «Чак-Чак», которая занимается курсами татарского языка, а также мероприятиями, которые объединяют татарскую молодежь нашего города. Также является авторами крупных мероприятий, таких как Татарка Пермского края, Балалар, Савантуя и остальное. Проект состоит наш из 16 занятий, из которых будет записано все занятия на видеосъемку. В дальнейшем вы можете посмотреть его онлайн, а также пригласить всех своих знакомых. Они могут присоединиться к нам в любое время. Большая просьба выполнять домашние задания. Вот, например, сегодняшним результатом я очень довольна. Я давала домашние задания, и чтобы сэкономить время, я уже посмотрела, сделала себе пометочки, где надо, на какие вопросы стоит нам обратить внимание. А так, все молодцы, все справились. Значит, мы время тратим не зря. Я очень довольна. Весомая часть успеха – все зависит от вас. Это всем понятно. В конце нашего обучения будут вручены сертификаты 22 февраля, в День татарского языка. А сейчас мы начинаем. Пожалуйста, сделайте свои телефоны без звука. И начнем. Как я уже сказала, домашнее задание почти у всех получилось. Есть, конечно, у некоторых маленькие вопросы, но мы обязательно к этому вернемся и разберемся. На прошлом занятии мы работали с падежами. Много времени уделили падежам. Сколько падежей мы сказали в татарском языке у нас? 6 падежей, как и в русском языке. Смогли запомнить название падежей? Буаш-килиш и ялик-килиш. Громче, не стесняйтесь. Ялик-килиш, юнелиш-килиш, түшім-килиш, шығыш-килиші, урын-вақыт-килиші. Давайте с вами вспомним аффиксы исходного падежа. Шығыш-килиші. Там какие аффиксы? Напомните мне, пожалуйста. Какие аффиксы мы добавляем после? Дон, ден, тон, тен. На какой вопрос отвечает у нас? Кимнен, нерседен, койдан. И вот тут хочу обратить внимание. Biz foydan ekanini, biz foydan deb aytamiz, biz Rossiyadan deb aytamiz. Endi такие примеры мы из России, без России, вы привели в своем домашнем задании. Все правильно. Вот я хочу обратить внимание, что звонкие согласные в татарском языке оглушаются. Вот, например, если вы из Кирова, В оглушается Киров. И мы прибавляем окончание Кировтан. В оглушается. Так лучше? А если мы скажем, что вы из Саратова, как мы скажем? Саратов там. А если мы уже с вами говорили Пермь, МН, если слово заканчивается на
Переменен. Закон сингармонизма. Переменен. А Д это тогда, когда будет приведите пример с Д? Россия-ден, Башкирия-ден. Просто гласных тоже, да? Да, Россия-ден, Башкирия-ден. А если мы хотим присоединить аффиксы уточнения, как они звучат? Кто помнит? Ме. Дурис. Ме. Если мы хотим уточнить высказание, как мы спросим? Высказание? Интонация нам помогает в русском языке. Сіз казаннанмы? Дұрыс. Мы. Если в русском языке мы спросим вы из Казани, то здесь мы аффикс уточнения присоединяем в конце. Помните? Сіз казаннанмы? Сіз перімненмі? Сіз Россияданмі? Рахмет. Давайте, чтобы вспомнить, поупражняемся. Откуда Марат? Переведите мне, пожалуйста. Марат Хойдан. И ответ у меня такой. Он из Самары. Дан. У Самарадан. Дұрыс. Алина из Казани. Алина Казаннан? Нет, не из Казани, она из Уфы. Казаннан, Тугель, Уфадан. Уфадан. То есть мы тут вспомнили, что если мы говорим нет, не из Казани, отрицание Тугель, Казаннан, Тугель. Мы добавляем тоже в конце. После связанного с ним слова Казаннан, Тугель. Перемнен, Тугель. Не из Казани. Тут у нас перед связанным словом не из, а безнеки в татарском языке Тугель пишется после связанного слова. Казаннан, Тугель. Тут нет сложности. Тугель, Казаннан. Тоже мы поймем суть. Но правильно будет Казаннан, Тугель. Вспомнили, мы об этом уже говорили. Руслан из Волгограда. Как вы скажете? Руслан Волгоградтан. Тут также Волгоградтан. Давайте остановимся, потому что вот Д оглушается, поэтому у нас и получается, что присоединяется тан. Волгоградтан. Волгоград оглушается. Поэтому Волгоград. Вот уже есть некоторые ответы на ваши вопросы. То, что оглушается Д, присоединяем не да, там. Есть вопросы? Пока здесь нет, когда мы с вами разбираемся. А когда уже самостоятельно, пожалуйста, потом еще разберемся. Местновременный падеж, аффиксы какие у нас? Помните, пожалуйста? Да. Т. Дұрыс. Қойда. Қазанда. Где? Институтта. Кімде? Приведите пример. Кімде? Минде.
кого? Бухгалтер, да. Оператор, да. И время, не щадя, во сколько. Мы сегодня остановимся на имя числительное, и вам будет легче. Наше занятие во сколько начинается? Не щадя, Гошлана. İşte. Әлеге. Birde. Бірді, дұрыс, бірді. Қойшан, қайсы ойдан башланды? Әлі, ненге ой? Сентябрьде. Сентябрьде. Я вам уже говорила, что все месяцы не переводятся, кроме января. Январь переводится январь. Кто родился в январе, значит родился январда. Январда. Рахмат. Аффиксы направительного падежа вспомним. Направляемся. Коя, куда? Вокзал. Га, дұрыс. Кафе. Кафеға. Кімге барабыз? Если вы поехали в гости кому-то, как вы скажете? Кімге? Әбиге. Дусларға, дұрыс. Туғаннарға. К родственникам. Туғаннарға. Дұрыс. Нәрселер, чему? Вот я ложу свои листочки, пойда, нәрселер. Үстелге. Убираю в папку, папкаға. Дұрыс. А аффиксы притяжательного падежа вспомним с вами? Не. И давайте обратим внимание на экран. Вот я хочу здесь остановиться на местоимениях в притяжательном падеже. Местоимение помним? Мин, си, ул, без, сес, ала. И давайте посмотрим, как они меняются в притяжательном падеже. Минем, сумкам. После гласных добавляется аффикс «м». Минем, сумкам. А если после согласных минем, üstelim, минем, урамым. Урам – это улица. Например, минем, урамым. Минем, исемем. Рахмат, дұрыс айтасыз. Минем, исемем. Минем, фамилиям. Бірінші ұшырақта, первый случай. Есть вопросы со словом минем? Мой. Моя, мое. Это к существительному прибавляется еще, да? Минем, эмием. К этому тоже становится. Синен. Как мы скажем про сумку? То, что это это не моя сумка, а твоя сумка. Как мы скажем? Давайте не будем осложнять не со словосочетанием, а просто сине, сумка. Дұрыс. А про стол, про үстел, как скажем, сине, үстелин. А про улицу, то что это не моя улица, не я там живу, просто скажем сине, урамын. Бұяқта. Урамын. Дұрыс. Получается? Аның, его, ее. Его, ее, аның. Ну, про сумку давайте скажем. Аның. Сумкасы. Аның. Про урам, про улицу как? Урамы. Аның. İsimi, əybiri, üstəli. То, что наш, наша. Давайте попробуем. Сумка наша.
Безнең сумкабыз. Біз. Сингармонизм вспоминаем. Безнең сумкабыз. Без... Какой пример приведем? Давайте тогда. Ура, безнең. Урамыбыз. Безнең. Üstəli biz. Rəhmət. Sizin ваша сумка. Sizin suмкагыз. Sizin ваша улица. Sizin урамагыз. Ваш стол. Üstəligiz. Аларның. Их сумка. Аларның сумкасы. Аларның улица тоже. Урамы. Üstel тоже. Üsteli. Есть проблемы? Yok. Аларның проблемасы. А у нас проблем нет, да? Проблемалар yok. Проблемалар yok. Дырыс. Вот местоимение в притяжательном падеже меняется так. При аффиксах после согласных и гласных. Ничего сложного тут с без. Запомните, да? Сложно? Еще, если скажешь миним опам, без слова миним, если даже будет употребляться в речи опам, вы уже поймете, что это миним опам. С помощью опа. Вы скажете, мы с вами уже как в гости ходили, мы говорили, да? Вы можете не писать миним опама. Даже без слова миним будет понятно опама. Куда? Опама. Если пишете опама брату, братишке, ме. Без слова миним, даже если употребляются эти слова, понятно, что это ваше. Ишин, работа. Синин, ишин. А если скажем, ишиня, бардам, мы спросим, ты ходила на свою работу? Син, уземнин, на свою. Можно не говорить син, ишиня, бардам. Ишин также. Ишин, синин, ишин. Посмотрите таблицу и будет понятнее. Подумайте, свои примеры сможете привести? Мы с вами разбирали üstel, сумка. Хоть один пример. Давайте подумаем. Ну что у вас есть? Даже свои органы давайте. Миним, холағым, миним күзім, миним бақшам. Вот кемнің нәрсесі бар, у кого что есть. Бақшам, миним машина, как скажете? Миним ием. Ой. Да, дұрыс, үйім. Үйім. Мой дом. А если это не ваш дом, твой дом, как вы скажете? Синим ием. Синим үйім. А если это ваша машина, вы скажете наша машина, как вы скажете? Вы, да, вы говорите ваша машина. А если хотите сказать наша машина, машина нашей семьи? Машинабыз. Біздің машинабыз. Если вы хотите сказать их фамилия,
одну. Фамилия С. Окончание «ия», оттуда уже будет «с». Смягчается. Фамилия С. Давайте еще посмотрим склонение личных местоимений по падежам. Все падежи мы уже знаем. Все вопросы уже знаем. Можете даже положить перед собой ту таблицу, которую мы вам раздавали на прошлом занятии, чтобы вам было легче сориентироваться. Башкиреш, именительный падеж, все остается без изменений. Видите, да? Мин, син, ул. Это мы сейчас рассматриваем единственное число местоимений. Ялик килеш. На какой вопрос отвечает? Вот вы, если это вспомните быстренько, тогда уже и нет проблем. Ялик килеш. Кимнен. Минем сине анам. Юнялиш килеш. Мы говорили, что направляемся. Куда? Мимо, сима. Кому, да? Мима, сима, ама. Тышим килеш. Кимне? Мине, сине, аны. Шығыш килеш. Миннен, синнен, аннан. Минде, синде, анда. Мы с вами уже с примерами работали здесь и даже сами дома вот составляли примеры. Там же вы использовали эти местоимения. Посмотрите свои домашние задания и можете даже привести пример сейчас. Кто работал с местоимениями? У кого есть примеры? Какой падеж, сразу скажите, чтобы в каком падеже вы такой пример самостоятельно смогли придумать. Именительный надо, да? Не обязательно, вы любой пример, пожалуйста. Буминен дустам. Дусам, дустам. Там дустам. Перевод будет? Это мой друг. Это мой друг. Вы привели пример в каком падеже? Притяжательный. И олег лиштабу минем дустам. У кого еще какие примеры? Громче, пожалуйста. Тышем килишинда какой пример у вас есть? Мин китап уким. Мин нерсян. Мин китап кына уким. Да, это у вас правильный пример. Мин нерсян уким. Китап уким. Но мин, если мы обратим внимание на личные местоимения, то ваши личные местоимения ваш килишинда, да, мин китап на уким. Дальше. У кого какие примеры еще есть? Без буген барабас урманга. Без барабас урманга. Это вы какой пример приводите? А это явно был правительный. Направительный. Хайда урманга. А местоимение вы использовали? Сейчас скажу. Без. В именительном падеже, но вам тоже... Куда? Да. Но у вас пример, если привести с местоимением, то у вас местоимение используется во множественном числе башки, что именительном. Да, без. А вы еще не посмотрели таблицу со множественным числом. Потом приведем. Давайте разберемся с этим. Тогда можно сказать, буген барабас урманга. Да, вот тут у вас уже будет башки или что в именительном падеже. А вы сегодня не активная? А у меня нет никаких примеров. Ничего страшного, давайте придумаем сейчас. Не могу.
А давайте, что ваш друг, например, направляется в гости к вам. Мила, дуста, Я слов-то не знаю, как мне Киляк, говорить. кунакка. киля, кунакка, мила, дустам, кунакка, киля. Мила. А если мы скажем, к тебе сегодня придет мой друг Сима, кунакка, киля. Понятно? А если мы скажем, что друг уже возвращается из гостей от меня? Дустым, койта, Дуста, дустым, миннан, койта. дуста, меня, кунактан, койта. А если мы скажем от него, он идет с гостей. Дустым, оннан, койта, оннан, Кунактан, Да. койта. А если от тебя идет кто-то кунактан? синнан. Это гости выходят. Дюжим ходить в гости. Дустым, Синнен, кунактан, койта. Дырыс. А давайте посмотрим множественное число. Личные местоимения множественного числа вспоминаем. Пока. Без, сес, алар. Тут тоже нет ничего сложного. Безнен. Наша машина, также давайте скажем безнен. Машина, безнен машина. И как правильно, безнен машина можно и аффикс присоединить безнен машина. А скажем ваша машина. Сизның машина. Сизнен машина, их машина. Оларның машина. Машинасы. Киля идет, направляется. Давайте бізге киля идет к нам, да? Бізге. А если мы скажем к вам идет, как мы скажем? Сізге киля. Сізге киля. А если к ним идет? Оларға киля. Аларга киля. Түшім килеш. Бізне. Как вопросы түшім килешті? Обвинительные. Кого чего? Кимни нерсени? Кого? Что, да? Кимни нерсени? Давайте скажем, нас любит. Бізді yoratалар. Бізді yoratалар. Вас любит. Сізні yoratалар. Аларны. Их любит. Оларны yoratалар. Аларны yoratалар. Так оларны или аларны как лучше было? Мы с вами уже на первом занятии говорили, что воздуха должно быть больше, когда мы говорим татарский «а». Не аларна. Аларна. И что интонация падает на последний слог. Безден, сизден, алардан. Скажите мне тогда русский пример, и мы с вами переведем это по-татарски. Ну, в гости мы ходили с вами при первом. Давайте уже от нас пойдут. Гости ушли от нас. Как? Гости ушли от нас. Кунаклар. От нас, как мы скажем? Безден. Хайтлар. Ушли гости. Как будет второй? Гости ушли. Кулаклар, создал. Gittilər. Хайтлар, киттилер. От вас. Все правильно. Кунаклар. От них, как скажем? Qonaqlar gittilər onlardan. Alardan gittiler. Konaklar alardan gittiler. Есть сложность? Вы сначала формулируйте тогда по-русски, а тогда уже вот применяйте вместо русских местоимений татарские, у вас получится. Урон вакыт, местный временный падеж. Безде, давайте скажем,
солнечная погода. Чтобы не усложнять, мы не скажем солнечная погода, просто скажем безде хуёш. Хуёш – это солнце. У нас солнце. Как скажем? Безде хуёш. А давайте спросим у жителей другого региона, уточним, солнечная ли у них погода? Сызде. Уточняем? Сызде. Как мы уточняем? М. Сызде. Хуёш. М. Сызде. Хуёш. М. И еще скажем, когда мы поняли, что у них тоже солнечная погода, скажем, у них солнце, как мы скажем? Аларда хуёш. Можно сказать хуёш. Аларда хуёш. У них солнце, аларда хуёш. Мы, если будем в мыслях составлять предложения с русскими местоимениями, а потом эта таблица нам поможет перевести на татарский, никаких сложностей не будет. Примеры мы с вами привели. С таблицами поработаете дома. Все выложим. Эти таблицы в беседе у нас. И вы посмотрите, там уже приведете свои примеры и поймете. А сейчас мы хотим уделить внимание на имя числительное. Количественные и числительные отвечают на вопрос «нище». Сколько? Вы, наверное, уже, как у нас даже малыши хвастаются, что умеем считать до 10, у вас, наверное, есть уже все в словарном запасе эти цифры, да? У многих, наверное, знаете? Б, давайте посчитаем. Б, он. А там уже дальше я вам составила десятки. И я вам скажу один секрет, что важно запомнить название чисел от 1 до 10. Название десятков еще. Вот эти десятки и от 1 до 10. И там дальше уже остальные являются их комбинациями, и поэтому ничего сложного нет. Егерме, утас, кара, илле, 60, 70, 80, 90, 100. Вот если вы запомните вот эти основные цифры до 10 и десятки, то остальные цифры мы уже просто составляем. Например, скажем 13. Üç. Мы смотрим 13. Üç. Если напишу, то вам будет понятнее. Это у нас сразу видно, что а эту цифру смотрим быстро. Значит, вот это у нас цифра А если я скажу, очень крупно пишу, чтобы всем было видно. А если я скажу Егерме биш, находим егерме биш, егерме биш. Сложностей совсем нет. А если 200? Вот, хотела остановиться уже. 205. Мы видим, что это у нас 200. 200, а это биш. 200 биш. Пишем дальше. Это пишется слитно все или раздельно?
раздельно, егерме, биш. İki, 105. Ну, 1000. Менде. Биш, давайте дальше. Я вам все сказала сама, да? Менде, биш. Менде, биш. Менде. Вас смущает, да? Да. Мен плюс биш. Мы де биш. Вместо плюса скажем де. Мы де биш. İki мен де биш. Üç мен де биш. Тут, если я напишу 2005, как мы скажем? Де биш, если скажем, без де должен быть и кевин биш. Давайте мы с вами попробуем. Вот рождение сказать. Да, если вы не стесняетесь, давайте скажем. Вот я про себя скажу. Думайте пока, быстренько смотреть на таблицу. Можете даже записать свою дату рождения, чтобы, когда дойдет до вас очередь. Вот я родилась 5 ноября, мы с Анжеликой родились 1982 года. Как я скажу? Лишь. Биш. Бишинче ноябрь. А это как я скажу? А что там опять добавили? Сейчас. Я поняла, что вы меня поторопили с этим примером. Я имела в виду год Да. рождения только сказать, и не дала Так. полностью. Как я скажу? Мы турес. Вот какие молодцы. Сиксен и ке. Мы тоже сиксен. Давайте я свой пример привела. Сейчас до вас мы до порядка числительных дойдем, потом будем приводить этот пример. Давайте сначала ответим на такой только вопрос. Сколько месяцев в году? 12. Как мы скажем по-татарски? Уникет. Следующим для вас специально. 12 месяцев в году. Это мы скажем ун. Это десяточные. Ун и ке. А скажем, сколько букв в татарском алфавите? 39. Как мы скажем? Утос. Давайте сначала я скажу свою дату. Перейдем к порядковым числительным. Порядковые числительные у нас, порядковые числительные отвечают на вопрос ни, чем, ще. Вот это нас ни, чем, ще. Какой по счету, по порядку отвечает на вопрос? Ни, чем, ще. Это у нас порядковые числительные. Можно вопрос перевести, который? Вопрос переводится. Который. Правильно? Который по счету, вы хотите сказать, который по счету, да, нищанче. Да, можно этот вопрос. Какой по счету, который по счету, нищанче. И если порядковые числительные, мы ще, ще. Добавляем. Вот, нищанче, нищанче. Ну, Как и в русском языке. Бир
один, первый, да? А у нас будет беренще, дürüst. Когда мы идем в школу? Беренще, сентябрьде. Молодцы. А второй? Икенще, сентябрь. А если мы скажем 9 сентября? Тугызынще. Тоже прибавляем анще, потому что тугыза твердые согласные, поэтому у нас тугызынще. Бүгін нешінші сентябрь? Кто мне скажет? Сегодня 22 сентябрь. 22 сентябрь. Нешінші ел? То есть вот это щека на конце же получается, да? Икеме ун тугызынще. Да, вы правильно заметили. Анще, энще прибавляется в конце. Икеме ун тугызынще. Сегодняшняя дата. 22 сентябрь. Икеме ун тугызынще. Год как будет? Ел. Икеме. Икемен. Да. Ике. Икемен. Икеме. Ун. Ун. Тугыз. Тугыз. И прибавляем анще. 22 сентября 2019 года, да? Во. Тут уже можно будет и разобрать даты рождения, да? Когда мы уже написали для себя порядковые числительные, у нас нет таблицы такой, на какой вопрос отвечать и какие аффиксы прибавляем, написали для себя или повторить так? К месяцу тут тоже что-то прибавляем, да? Сентябрь, просто сентябрь будет. 22 сентябрь. Да, ну если мы скажем когда, открывайте свои позиции. Сентябрь, де, январь, де. Мы с вами разбирали, помните? Когда? Сентябрь, де, январь, да, марта. Вот тут вам падежи и помогут. Когда? Местновременной падеж, отвечающий на вопрос «Кощан, когда?» Сентябрь. Это последнее. Давайте скажем мою дату рождения, а потом вы скажете свою. Как скажем? Вишенще. Ноябрь. Мен. Тугыз. Кто готов ответить про свою дату рождения? Еще, если мы скажем «Бермен тугыз», тоже правильно. Если скажем просто «Мен тугыз», тоже никакой ошибки нет. Если мы скажем «Бермен», «Мен», никакой ошибки. Ну, Получается, первая цифра тоже МЧ прибавляется. вы хотите сказать вот здесь? 5 ноября, это же Вишенче получается. Вишенще. Ноябрь. Ноябрь. Когда? Елда. Вишенще ноябрь. Елда. Родилась. Вы скажете задать свою? Давайте. Ситизенче, август, да. Августа. Ментугес, Йос, Туксан, Уче. 90-го года вы рождения, да?
вы не отделяйте МЩ. Когда говорите, можно вместе и МЩ. Да. Туган это вообще родилась, Тугус это вообще 9. Туган это родилась, родился. Тугус это 9. Ой, что? Так. Сейчас, подождите, я сначала пишу. Так, пока думаем про свою дату рождения, я вам раздаю самостоятельные работы. Подпишите, пожалуйста, на шапочке свою фамилию и имя, чтобы я могла понять, какая у нас там взаимосвязь. А тут у нас уже домашнее задание. Пока работаем на первой странице, самостоятельная работа, а домашнее задание заберете домой и принесете, на следующем занятии сдадите. Как бесплатно домой берите, я все буду. Сейчас, подождите. Да, сейчас вам скажу. Очень длинно получается. А вы что скажете? Да, а он повозанчет, если ставим МЩ будет, и что лучше? Он повозанчет, а придак. Можете начинать самостоятельную работу, я каждому буду проходить. Да, прямо там написать. Шапочку, пожалуйста, еще. Він туган. Он ждет 6 сентября. Ж, обратите внимание, Ж. Вот это. Да, Ж. Он ждет 6 сентября. Бермен тугис есть. Жде и кенше. Ждейкинчи, вот тут у нас ошибка, ждейкинчи. Так, если цифры не напишем, получается, житмеш, это же у вас не десяточная цифра, это у нас десятки, а тут у нас А я что сказала? жили. А, я сказала семерку. Да, семерку, а нам надо 70. Житмеш. Житмеш. Это почти отдельно, да? Отдельно, да? А уже вместе, Бермен тугис есть. Житмеш и кенше. Как у вас получилось свою дату рождения? Получилось? Мне прислала перевести. Правильно, январь, январь. Значит, опять у нас это уже десяток. Это десяток. А вы пишите как десяток, а у нас 85. У нас 85. Получается, минус семерку и пятерку надо. А 80. Да, это же 85. Правильно. 80.
Если вы затрудняетесь, у многих ошибка, вот когда составляете год рождения, вы так переводите 1982 года рождения. Тут некоторые пишут, если 82 сидит ике, а на самом деле 60 ике. Получается? Я вижу, что с датами рождения ни у кого нет проблем. Уже исправились, да? Я проверю на следующем занятии, когда вы домашние задания сделаете, там на обороте есть домашние задания еще. А можно просто сверху написать, да? Да, можно сверху написать, ну чтобы мне было понятно. Давайте на этой ноте мы с вами закончим. Самостоятельную работу, кто не успел сделать, доделайте дома, потому что листочки мне сдадите с домашним заданием вместе на следующем занятии. Спасибо вам большое за внимание. Если какие-то вопросы, то подходите. Спасибо за внимание. Ихтибар Розышев Рахмат.